أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обращаясь к нам, говорит: «Ад-дину матин, фафгалю бихи бир-рифк». То есть религия, шариат, религия ислам, она уже и так устоявшаяся, она и так уже строгая, и в рамках дисциплины. Вот в этих рамках будьте помягче, будьте полюбезнее друг с другом. И в отношении религии не придумывайте разные нововведения, не вводите разные нововведения, бид'ат, не усложняйте, но и не облегчайте, но будьте помягче. Потому что шариат и так уже очень строгий, и так уже очень в жестких рамках. Если его еще более усложнять, то получится еще более что-то не отвечающее требованиям ислама, какая-то другая религия или что-то другое, какое-то направление. То, что сегодня мы видим у некоторых людей, которые действительно, придя в ислам, начинают усложнять, начинают придумывать то, чего не предлагал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Бид'ат, нововведение – это очень страшная вещь. Что же такое бид'ат? Это то, что не было во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который передал своим сахабам, и не было это во время своих сахабов, рызвануллахи алейхим аджмаин, и это не было во время табиинов. И это предлагают некоторые невежественные люди, те, которые отрицают мнение ученых, ахлю-сунна валь-джамаат, которые следуют 4 мазхабам, которые утвердились как сунна пророка Мухаммада, саллаллаху, как прямой путь. И знаем, что бид'ат, нововведение ни к чему доброму не приводит. Потому что не следует человек по пути пророка, сахабов, табиинов и тех ученых ахлю-сунна валь-джамаат, которые следуют пророку, которые следуют Корану, слову Аллаха, субханаху ва тааля. Бид'ат, который действительно нарушает все принципы ислама. Некоторые, не получая знаний, не воспитывая себя, свою мораль, нравственность в рамках ислама, потому что ахляк, адаб, ахляк, мораль и нравственность – это основа ислама. Без адаба, без ахляка не может быть религии, потому что это самое основное. Для того, чтобы это узнать, для того, чтобы это понять, мы обращаемся опять к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, который говорит, что «Вама бу'ithtu илля ан утамима макарим аль-ахлак». То есть я не послан к людям как посланник просто так, а послан для того, чтобы исправлять мораль и нравственность людей. Все мы знаем, что доисламский период был безнравственный период. Все знаем, что не было тогда морали, той морали, которая в основном присутствует в исламе, но там тоже была своя мораль. Например, если даже они были язычниками, то кат'ур-рахм, обрывание родственных уз, считалось, что ты выходишь из религии курайшитов. То есть в основном, если ты сохраняешь, если ты действительно принимаешь гостя, мусафира, то есть если ты любезен с теми людьми, которые остались сегодня без средства существования, если ты им помогаешь, если ты сохраняешь родственные узы и стараешься делать добро для своих родственников, для тех неимущих и для путешественников, и принимаешь гостей, то это считалось, да, действительно, это мораль и нравственность той религии, которой они тогда поклонялись. Из-за этого Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорит, что «Хьярукум фил джахилияти, хьярукум фил ислам». Те, которые были морально-нравственны очень на высоком уровне, те остались и в исламе хорошими людьми. То есть хорошая мораль и нравственность до ислама,
которая была у людей после принятия ислама, увеличится троекратно, десятикратно, и этот человек станет приближенным Аллаху, любимцем Аллаха. Некоторые сегодня перечат этому, думая, что адабы, ахлак, мораль и нравственность общества не соответствует морали и нравственности ислама и придумывают в исламе какие-то новые свои расклады, новые свои воззрения, свои адабы вносят, свои какую-то нравственную систему хотят ввести, но в то же время они сами и нарушают. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннака, о пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва фи хулукин азим». Ты высочайший из высочайших морально-нравственном отношении людей. То есть ты тот пример, который должен задавать всем мусульманам. Как бы над ним не издевались, как бы его не оскорбляли, как бы ему не препятствовали жить, Мухаммад саллаллаху всегда молчал и всегда просто призывал к Аллаху, говоря: скажите, о мои родственники, скажите, о курайшиты, о язычники, о те, которые издеваетесь надо мной, скажите ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах. Отбросьте все ваши невежественные воззрения, уйдите от этого. Примите Аллаха единого, примите Аллаха и больше ничего. Мы тоже, следуя этим призывом пророка Мухаммада, отвечаем его призыву. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякум фи расулиллахи усватун хасанатун». Для вас, о мусульмане, в вашем пророке, в посланнике Аллаха, очень хороший пример. И не берите другие примеры, не следуйте за другими. Уважайте Мухаммада, примите полностью его в свою душу. Потому что если вы примете его полностью, то это будет означать, что вы поклоняетесь Аллаху, совершаете итаат. «Ман юти'ир расуль факад ата Аллах», говорит Аллах Субхану ва Тааля. Те, которые совершают итаат, подчинились Мухаммаду, приняли его полностью, всю его сущность, всем своим телом и душой, то те действительно те, которые подчиняются Аллаху. Мы должны уверовать, принять Аллаха, потому что для нас величайший подарок Аллаха «Вама халяхтуль джинна валь инс илля лиябудун». То, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Я не создавал джиннов и людей просто так, я создал их для того, чтобы они мне поклонялись, совершали ибадат». Это для нас величайший подарок. Так мы должны ответить призыву Аллаха Субхану ва Тааля, что мы-то на этой земле не для того, чтобы собирать богатство, как Карун, не для того, чтобы иметь власть, как Фираун или Намруд, не для того, чтобы издеваться над людьми, как Абу Джахиль или Абу Лахаб, не разрывать родственные узы, как Абу Лахаб. Таббат яда Аби Лахаби ва табба. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что пусть отсохнут руки у Абу Лахаба. Почему Аллах Субхану ва Тааля проклял Абу Лахаба? Из-за того, что он разорвал родственные узы. Мухаммад, саллаллаху, как бы над ним ни издевались, он не разрывал родственные узы. Когда даже тот же самый Абу Лахаб прогонял его от своих дверей, говоря, что больше не показывайся, больше, чтоб следа твоего на моем пороге, на пороге моего дома не было, он подходил к окошку и говорил: «О, дядя, о, брат моего отца, скажи ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах». Он прогнал с окна. Мухаммад саллаллаху пришел ночью. «Я же тебе сказал, чтоб ты не приходил больше ко мне», — кричал Абу Лахаб. «Но ты же кричал мне это днем при свете солнца. Ты же еще не говорил мне при свете луны ночью», — говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он до последнего момента он сохранял родственные узы. И это было одно из морально-нравственных устоев ислама. Для того, чтобы определить поклонение, айбадат Аллаху, мы должны постоянно помнить о нем. Если мы не будем помнить об Аллахе, то как же мы сможем поклоняться? Некоторые сегодняшние мусульмане
думает, что вот нужно объединиться, создать какие-то бизнес-проекты, создать какую-то там, заниматься спортом или чем-то, чтобы заниматься, как Мухаммад ﷺ там приводит хадис, что он говорил, что занимайтесь верховой ездой и стрельбой из лука, и люди, и некоторые, те, у которых еще не сформировалось морально-нравственный фундамент ислама, которые еще и не познали вкус ислама, имана и ихсана, не познали вкус религии, эти люди начинают упражняться, создавать какие-то бизнес-проекты и заниматься стрельбой или заниматься своим телом, не понимая, что они этим самым уходят от религии и занимаются этой дунья, этим миром. Дунья кадзаб. Этот мир врун, лжец. Как бы ни старались мы занять свое место в этом мире, Аллах сделает так, что только займет тот, которому Аллах Субхану ва Тааля уготовил это место. Что же остается мусульманам? Довольствоваться тем, что у него на сегодняшний день есть. Довольствоваться этим. Канаат. Если кто-то будет довольствоваться и благодарить Аллаха за то, что сегодня у него есть, Аллах Субхану ва Тааля еще больше приблизит его и вознесет над мирами и сделает его самым уважаемым человеком. И Аллах Субхану ва Тааля, для Аллаха ничего не стоит собрать все богатства всего мира и кинуть под ноги своему рабу. Для Аллаха не существует преград. Если Он захочет, чтобы ты стал богатым, Аллах Субхану ва Тааля соберет все богатства земли под твоими ногами. Если Аллах Субхану ва Тааля захочет, чтобы ты стал царем всех жителей земли, Аллах Субхану ва Тааля возвысит тебя. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что не это причина сотворения человека и джиннов. Не это. Я не сотворил вас, играя, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Я создал только для того, чтобы вы поклонялись. Из-за этого я вам напоминаю, говорит Аллах Субхану ва Тааля, фадхкуруни. Поминайте меня, не забывайте меня. Адхкуркум. И тогда я буду помнить о вас. Вашкурули валя такфурун. Благодарите меня за все свое существование. Бедный ты, богатый, сильный, или в одиночестве, или ты в каком-то обществе, или у тебя много родственников, или у тебя никого нет. Благодари. Больной ты, здоровый или какой, благодари. Вспоминай. Для того, чтобы мы поклонялись, нам нужно определить иман. Нужно укрепить наш иман. Все сегодня говорят, что нужно иман там укреплять. 5-е, 10-е. Хотя мы знаем, что иман, если человек уверовал в Аллаха, он не изменяется, не меняется. Меняется только его искренность. Искренность по отношению к тому, что он сказал. Знаем, что «Ля иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах», то есть эти два слова, эти две формулы, они непоколебимы, они неизменяемы. Если мы чем больше проговариваем «Ля иляха илляллах», каждодневно, ежесекундно, это и есть укрепление нашего имана. Как же мы укрепляем иман? По-другому. Мы укрепляем иман, только доказывая себе, что «Ля иляха илляллах». Нету никакого божества, существа, вещи, идеи достойного поклонения, кроме как Аллаха. А что же сегодня делают мусульмане? Берут и идею, как поклонение. Берут и существа, как вид поклонения. Придумывают себе разных идолов. Идол самый первый – это нафс. Второй идол, что нельзя отставать от того, который сегодня движет миром. Мы должны иметь все в своих руках. И деньги, чтобы у нас было. Это идол. Деньги, что не идол. Мускулы нужно накачивать, чтобы мы могли противостоять. Это что? Бодибилдинг. Это не идол. Это не идолопоклонство, поклонение своему телу. Исполнять
прихоти врагов ислама, за ихние же деньги, живя среди мусульман, гадить этим мусульманам, убивать их, это что, не идолопоклонство? Поклонение деньгам, материальным благам тех, которые хотят уничтожить твою умму Мухаммада, саллаллаху алейхи, которому ты принадлежишь. Хотят уничтожить твою родину, где ты живешь, где ты можешь молиться, где ты можешь исполнять все свои религиозные обязанности, можешь одеваться, кушать по разрешенному Аллаху, халяль. И ты, получая какие-то указания от других, от тех людей, которые вообще далеки от ислама, которые разрушают по всему миру ислам, которые борются не только с мусульманами, но и со всеми живыми существами. Ты, человек, получая эти блага, гадишь, делаешь вред своим мусульманам, своим братьям, своим сестрам. Разве это не идолопоклонство? Это настоящее идолопоклонство. Только ла иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах. Только вот эти две формулы. Нет никакого божества, существа, вещи, идеи, как объект поклонения. Только Аллах. Только Аллах. Скажи Аллах, и все отбрось. Все это мирское отбрось. Потому что все это не для тебя. Это не твое. Ты создан не для этого. Ты создан для поклонения Аллаху. Ты должен жить в этом мире, поклоняясь Аллаху. Работаешь, живешь в семье, кушаешь, спишь. Ты всегда должен помнить об Аллахе, что Он постоянно направил на тебя свой взор. Он направляет на тебя свой взор. Аллаху ла иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм, ла та'худуху синату ва ла наум. Лаху ма фис самавати валь ард. Почему мы забываем аятуль курси? Он постоянно наблюдает, он не спит и не дремлет. Все ему принадлежит на небесах и на земле. Он хочет, может уничтожить кого-то. Он хочет, может направить по прямому пути кого-то. Мы просим Аллаха постоянно, мусульмане, «Ияка на'абуду, ва ияка наста'ин». Тебе только поклоняемся, и у Тебя только просим помощи. И в то же время знаем, что что Аллах не создал джиннов и людей просто так, а создал для поклонения. Мы просим в суре Аль-Фатиха, что мы Тебе только поклоняемся, и у Тебя только просим помощи. Так нужно просить помощи только у Него, поклоняться только Ему. Первый вид поклонения, укрепление имана. Укрепляем иман первым, что мы проговариваем и закрепляем в сердце «Ла иляха илляллах». И нельзя после этих слов, что «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», нельзя обращаться к кому-то там за какими-то помощью или поклоняться для того, чтобы навредить своему брату, мусульманину. «Аль-яума акмальту алейкум динакум». Сегодня я сделал завершенной вашу религию, как говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Ва атмамту алейкум нигмати». То есть Коран ниспослан, шариат ниспослан, пришел Мухаммад, саллиллаху, сунна завершена, стала совершенной, завершенной. Сунна пророка, речь Аллаха, все совершенно. «Ва радиту алейкум динан ислам». И я довольствуюсь вам религией, исламом. То есть полностью вы должны подчиниться указаниям Аллаха и пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи. И спасение сегодня только в том, что мы будем следовать тому приказу пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи: «Ад-дину матин фаф'алю бихи бир-рифк». То есть религия, она и так строгая, шариат очень строгий, так не усложняйте и будьте помягче.
будьте милостивее друг другу, будьте милосердными друг к другу. И аль-му'минуна валь-му'минат ба'духум аулияу ли ба'д. Мусульмане, будь женщины, мужчины, они самые близкие друзья. Не берите тех своих врагов, которые хотят разрушить ваши души, ваши семьи, ваши личности, как мусульманина, друзьями. Не берите их, друзья. Предупреждает многократно Аллах Субхану ва Тааля в Коране и пророк Мухаммад саллаллаху, что у нас есть единственное наше предназначение как человека – это ибадат, это постоянное поминание Аллаха, зикр, постоянное благодарение Аллаху и служение Аллаху Всевышнему ради процветания наших семей, нашей Родины, нашей жизни, ради того, чтобы мы смогли предстать перед Аллахом с яркими, светлыми, источающими божественный свет лицами в судный день. Ассалату вассаляму аля Расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, вальхамдулиллахи раббил аламин.